Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Саясат Касаякат». Как всегда, мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Тема сегодняшней программы, она очень интересная. Это Бишкекский саммит ШОС, его итоги, значения и будущее. Также мы рассмотрим такой вопрос. Вот недавнее совещание в Душанбе, СВДМА, совещание по взаимодействию мер доверия в Азии. Для обсуждения этой темы мы пригласили известного эксперта в Кыргызстане по внешней политике, бывшего заместителя министра иностранных дел Кыргызской республики Аскара Жолшубековича Бишимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вот такое жаркое, загруженное время вы пришли, чтобы принять участие в нашей программе. Тогда, Аскар Жолшубекович, вам первый вопрос. Все-таки сейчас Бишкекский саммит ШОС вообще большое внимание привлек мира, потому что более 500 журналистов освещало его. И он так как-то совпал. 13-14 был ШОС в Бишкеке саммит, а потом был СВДМА в Душанбе. И я в этом цели хотел задать вопрос. Вообще ШОС что за организация? Почему такое внимание было мира? Набирает оборот эта организация? Ну, прежде всего надо сказать, конечно, что в этом году Кыргызстан был председателем. И надо отдать должное, что на нас лежала обязанность по организации этого саммита, и что важно, по организации всех мероприятий, которые предвещали ШОС. Очень удачно справились, это отметили все, и каких-то таких явных проколов и так далее, вот вы отметили 500 журналистов, ну, замечено не было. Как обычно, значит, принята декларация. И прежде всего говорить об ее значении, надо, конечно, опереться на прошлый форум, который проходил в Китае, в Циндао. Как вы знаете, в Циндао очень большой упор делался на две вещи. Это борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. И вторая, конечно, это развитие экономической составляющей. В отличие от этого, в силу того прошедшего года и изменившихся уже глобальных изменений, на саммите ШОС все главы государств, я внимательно их слушал, обратили внимание, что глобальные изменения мира, которые на сегодняшний день проходят, они должны быть обсуждены в рамках ШОС. И ШОС могла бы определиться со своей позицией. Конечно, сегодня говорить, что ШОС, когда она раньше создавалась, это 5 стран входили, это региональная организация, которая была намечена на политическом и экономическом сотрудничестве и в большей мере на вопросах безопасности. В этот же раз, сейчас, когда это ответ глобальным вызовам, угрозам. И здесь, конечно, прозвучали вопросы по ядерной программе Ирана, по Афганистану, и обсудили возможность создания единого экономического пространства. Хотя сейчас сегодня говорить, что ШОС, она создается в виде политического альянса или военного блока, еще далеко. Но явно идет речь о борьбе за Евразию, о влиянии мировых игроков. И в это время, когда в региональной организации 3 гиганта, это Китай, Россия и Индия, обсуждают возможные подходы к единым позициям, вот тогда, конечно, становится это интересно, поэтому вызывает во всем мире. На каком фоне проходил ШОС? Вы прекрасно знаете, что торговая война между США и Китаем обостряется. Санкции с Запада в отношении России, приход к какому-то согласительной позиции, до этого далеко, они только с каждым днем обостряются. Вот на этом фоне проходил ШОС. Ну и, конечно, немаловажное значение, я думаю, даже не менее важное значение, это двусторонние встречи в рамках этого саммита. Есть еще такое мнение, что этот саммит, там все-таки каждый президент выступал, и в Бишкекском саммите все-таки президент, допустим, Узбекистана, он говорил об экономическом форуме постоянном, чтобы был, он в Самарканде проходил. Президент Беларуси говорил о том, что нужно думать не о малых и больших странах, а о равноправии, чтобы не конкуренция была, а равноправие между странами, и решали такие большие задачи. Президент Казахстана, он говорил о том, что необходимо все-таки думать о безопасности региональной и защищать на глобальном уровне интересы, да? Поэтому, как вы думаете, почему Иран, он свою позицию высказал, да? И все-таки это больше платформа, как обсуждение, где страна, которая не может на других международных площадках высказать свою позицию? Или это все-таки немножко больше, это все-таки такой, как региональная организация? Ну, я думаю, это, конечно, больше, как вы отмечаете. Если условно сейчас делить мир, он разделился на США и его партнеры.
а с другой стороны Россия и ее союзники, которые очень близко подходят к Китаю. Поэтому, если говорить о ШОС уже в конкретике, надо сегментировать вот те вопросы, которые они обсуждали. И вот возьмем первое – политика. Политическое сотрудничество стран ШОС. Очень хорошо отметил президент Беларуси Лукашенко, что нам необходимо выработать единые позиции по реформированию ООН. Вопрос реформирования ООН, когда идет, все говорят о кризисе международного права, что кто сильнее, тот и прав. И в этой части много. Это вопросы из Сирии, вопросы раньше Ирака. Сейчас вопрос Иран. Как вы знаете, по ядерной программе Ирана было соответствующее решение Совета Безопасности ООН, из которого недавно США в одностороннем порядке вышли, да. Да, и вот, соответственно, вот шло. Но намечены пути. Но на сегодняшний день по глобальным политическим вопросам в ШОС единого мнения нет. Ну, тому есть свои причины, которые внутри есть свои противоречия. Вот как это будет преодолеваться, я думаю, Бишкек внес свой большой вклад в части здесь обсуждения и наметены пути стать все-таки в Евразии на единой платформу. В части торгово-экономического сотрудничества от имени глав государств Казахстан и Узбекистан заявили, что необходимо идти на одном пути по созданию единого экономического пространства. Но сегодня, к сожалению, у нас нет ни одного проекта, который объединял бы все страны ШОС. К этому надо еще отдать должное, которое, может быть, в открытую не обсуждалось, но имелось в виду, насколько совместимы между собой Евразийский экономический союз и инициатива Китая «Один пояс, один путь». Ну, да, но вопрос этот как бы обсуждается. Ну, в части вопросов, которые обсуждались безопасности, все выразили, конечно, свою обеспокоенность. Это понятно, это вопрос, в первую очередь, Афганистана. Вопрос то, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии. Это уже на Ближнем Востоке, которые начались войны. Какова будет позиция ШОС? ШОС сможет стать на единые позиции? ШОС сможет выработать свой взгляд на эту тему? Потому что звучала реальная критика от многих экспертов, что, если вы помните, ШОС в 2001 году создавалась, были в 2005 году события в Андижане, когда почти полмира объявили, что это была террористическая выходка, но тем не менее ШОС остался в стороне. Вы прекрасно знаете, что были военные действия между Россией и Грузией, страны-члены ШОС. На него тоже как бы ШОС в свое время не отреагировал. Ну, последний год, полтора мы видим, какая напряженность существует между Индией и Пакистаном. В этой части ШОС тоже не выразил своей позиции. Вот в этой части, конечно, я согласен с экспертами, что когда ШОС сможет на эти вызовы, глобальные угрозы уже ответить единой своей позиции. И в этом, безусловно, конечно, польза Бишкекского саммита, что на полях и в выступлениях президентов эта обеспокоенность звучала и необходимость сближения всех этих позиций. Вот еще на Бишкекском саммите была все-таки выработана дорожная карта по Афганистану, да? Это многие эксперты говорят, что это впервые, вот все-таки уже реальные вещи, дорожная карта, это все-таки уже как вот куда идти, да? И многие это приветствовали. Вы считаете, это все-таки один из шагов, то, что ШОС берет ответственность за безопасность Евразии в Афганистане или нет? Нет, я думаю, все-таки это в части шага, то, что Афганистан сегодня наблюдатель ШОС, шага к урегулированию ситуации внутри Афганистана. Как вы знаете, в Афганистане существует достаточно большой контингент войск США, которые миротворческие. Соответственно, это от ШОСа предлагается вот контактной группы не только контактировать, а вести переговоры с американской группой с целью урегулирования ситуации внутри Афганистана. То есть не бороться все против всех, а все-таки прийти к единому знаменателю. И все же понимают, что пока мировые силы внутри Афганистана имеют разные интересы, там никогда не наступит мир. Ну да, там подпитка идет с внешней стороны. Конечно, это внешний фактор играет, наверное, важнейшую роль вот в той ситуации, которая сложилась в Афганистане. Спасибо. Вот еще такой вопрос. Вот Индия, Пакистан буквально 2 года назад стали членами. Все-таки мы понимаем, что они ядерные державы. У них есть противоречия большие, пограничные. Даже доходило в феврале этого года до военного столкновения. Вот у меня вопрос в этом. Почему вот все-таки в рамках ШОС они ведут себя спокойно? Все-таки многие эксперты говорили, что включение Индии и Пакистана приведет к коллапсу или даже вот торможению ШОС организации. Почему Индия и Пакистан все-таки как-то так культурно себя? Это шанхайский дух влияет или немножко другие причины? Ну, до
вступления Индии и Пакистана в ШОС, вы, как вы знаете, на сегодняшний день непростые отношения между Ираном и Таджикистаном. И то, что сейчас между Индией и Пакистаном вот, давно идущий конфликт, и они оба вступили в организацию, и тем самым внесут раздор в эту организацию, я думаю, это хороший пример, та платформа, площадка, где могут найти язык взаимопонимания. То есть, по моему мнению личному, что это первый шаг к тому, что и Индия, и Пакистан на двусторонней основе уже этот многолетний конфликт решить не смогут. Нужны будут посредники. И, соответственно, в этой части, я думаю, вот ШОС может и должен сыграть свою роль. Но насколько это будет воспринято внутри, покажет вот следующие встречи. Тогда такой еще вопрос. Вот почему количество, около 20 стран хотят вступить в ШОС и хочет получить статус и партнер по диалогу, и наблюдатели. Некоторые страны вообще стремятся, что это там есть и Иран, и Турция, и Израиль, и Бангладеш. То есть такой разброс географический. Ну, Белоруссия есть, которая, допустим, географически не относится, да, к Азии. Вот в чем связано? Это показатель влияния, роста организации, авторитета, или это немножко другое? Ну, я думаю, это в архитектуре мирового управления, когда все говорят о кризисе ООН и необходимости его реформирования на какой-то период, вот на первую роль выходят региональные организации, которые пока декларируют о необходимости решения этих противоречий и, главное, позиционировать себя как один регион с одними интересами и с одними взглядами на мировую архитектуру, вот, миростроение, геополитику. Вот в этом отношении я думаю, что когда мир делится уже, и вот последние годы мы видим, что идет не к согласию, а возникает множество противоречий, разногласий между государствами, доходит до военных конфликтов. Вы же прекрасно знаете, когда на Ближнем Востоке события, та же проблема Северной Кореи, то, что происходит в Венесуэле. То есть эти процессы охватывают весь мир. И, соответственно, многие страны для себя определяют, на какой площадке им быть. Понятно, что там вопросы решают гиганты. Понятно, что и внутри ШОС есть организации, не организации, а страны, которые имеют достаточно хорошие связи с Западом, но это гарантия для тех небольших государств, что имплементация международной региональной организации, как их гарантия безопасности, их гарантия стабильного развития. Вот еще такой вопрос есть. Есть люди, которые говорят, что ШОС, он создан для того, чтобы противостоять Западу. Как вы к этому относитесь? Ну, последние годы, последний буквально год, это показал, ну, не то, чтобы противостоять. Вначале она создавалась как для всемирного развития и устойчивого развития этих государств. Но с течением мира, вот, изменениями всех этих конфликтов, на сегодняшний день она так и получается. То есть идет борьба за Евразию и влияние в этой зоне, в которой, конечно, доминирует, надо открыто говорить, Китай с Россией. И вот сейчас подсоединение Индии. Безусловно, вы сейчас знаете, же пошли противоречия между Индией и Западом, когда США потребовали все-таки прекратить импорт нефти из Ирана, отказаться от покупок С-400 ракетных комплексов с России и так далее. Вот сейчас тоже Индия находится в довольно таком взвешенном состоянии, какие решения принять. И, безусловно, вхождение Индии в такую уже большую организацию, где политическая и повестка дня по безопасности только начинает формироваться. Но не будет противостояния между ШОС и Западом? Запад не будет давать реакцию? Он же тоже внимательно наблюдает? Ну, они, конечно, внимательно наблюдают. Вот и свидетельство тому, что 500 журналистов, и Запад активно это освещал, я думаю, это предмет для диалога. Ну, в каком виде этот диалог примет, это и приведет либо к противостоянию, либо все-таки наметить пути сближения. Ну, тем более Запад прагматики, да, все-таки они. Я думаю, да. Они же понимают прекрасно. Есть еще для объективности еще такой вопрос. Вот все-таки есть часть экспертов, и в СНГ тоже, ну, Запад, понятно, которые немножко критикуют ШОС, и они говорят, что это клуб как бы президентов, там, обсуждает, там, как бы, даже и в Кыргызстане есть люди в комментариях пишут. Как вы к этому относитесь? Ну, частично, конечно, поддерживаю. Но вот представьте, ШОС была создана, она была создана в виде какой-то формы или, ну, будем говорить, сосуда. И все эти сейчас 18 лет шло спор о его наполнении, когда Россия настаивала на безопасности, Китай настаивал на
экономическом развитии. Ну, конечно, вот в части критики вы же видите, за все эти годы сколько шло разговоров ни фонда развития, ни банка развития, который прежде всего необходим для Ну да, и малых финансовые государств. инструменты, да? Да, финансовые инструменты вот, взаимного сотрудничества, они так и не построены. Мгм. Ну вы как думаете, они будут построены, да, в будущем? Все-таки $1 миллиард, да, там хотя бы банки должно быть развитие, да? Нет, там Китай заявил, насколько я помню, 3 года назад о 10 миллиардов. 10 миллиардов даже. Да, Ну это большая, это гигантская сумма. Да, в Банк развития и возможности его сопряжения вот с «Один пояс, один путь». На сегодняшний день вы видите же, что «Один пояс, один путь» Китай параллельно с ШОС решает на двусторонней основе. С Казахстаном, с Таджикистаном, с Кыргызстаном, вот с Ну да, Узбекистаном. ну Да. Насколько это войдет в канву ШОС и может быть соединен в один, хотя бы несколько проектов, которые захватывают большинство стран региона, ну, покажет время. Но тем не менее, это платформа для выражения единой позиции между Евразией и Западом. Тоже я в этом отношении Тоже согласен. есть, да? Да. Вот у меня такой вопрос. Вот совсем недавно, буквально на следующий день, большинство, кто участвовал в Бишкекском саммите ШОС, плавно переехали в Душанбе на совещание, да, по мерам доверия в Азии. И как вот вы оцените СВДМА, вообще значение этого форума? Не похожи ли у них повестки дня? Вообще есть какая-то цель у них? Ну, прежде всего, то, что вы говорите о СВМДА, это совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В свое время инициативу это поднял Казахстан, и она создавалась, если что было понятнее, как аналог ОБСЕ вот в азиатском, Ну, совещание, да? Да, аналог ОБСЕ в азиатском регионе со своими корзинами по правам человека, по экономике и по безопасности. И периодически она как бы актуализировалась, периодически она совещание, Ну, 27 лет, активизация. 27 лет, да? Нет, всё-таки? ну активизация шла, но мы тем не менее знаем, что и были периоды затухания, когда уже буквально в период 3-4 лет забывали об этой организации, но сегодня она актуализировалась. Я, безусловно, думаю, это все-таки инициатива, в большей части, я думаю, это уже вот этих гигантов России и Китая. Это в одна картина, что ШОС, что СВМДА, ее зона влияния – это Евразия. И, соответственно, вот закрепить взаимодействие, закрепить диалог и все-таки обязать эти государства вот, хотя бы своими выступлениями, хотя бы той же декларацией. И этот диалог будет с каждым годом нарастать, потому что актуальность и СВМДА, и ШОС сейчас с каждым годом поднимается. Растет, да, авторитет? Да, понятно, что противостояние государств по разным линиям разлома наталкивает на необходимость набора партнеров, которые будут стоять по их сторону баррикады. Ну не слишком ли их много, 27 партнеров СМДА, участников, и там есть такие страны, которые против Израиль, там свою позицию, Иран, там такие. Это не приведет к тому, что все-таки формат ее, ну, в конце концов, превратится просто в дискуссионный клуб? Ну, я не думаю, что в мире есть какие-то региональные организации, внутри которых нет противоречий. Это во всех присутствует. Понятно, что у каждого государства свои национальные интересы, но поэтому и вот выступление президента России Путина, что надо отказаться от национального эгоизма, надо отказаться от сиюминутного удовлетворения своих каких-то экономических интересов, а объединить свои усилия и прийти к какой-то единой платформе, к одному единому знаменателю, где совместились бы в долгосрочной перспективе интересы всех государств. Поэтому я думаю, все-таки это предмет диалога, предмет разговоров от глав государств на этих площадках. Но одно важное, это все происходит в Евразии. И, соответственно, все идет в поле влияния Евразии, которое с каждым днем поднимается его актуальность и важность в мировых процессах. То есть это такой главный итог, да, получается? Да, конечно. Вот еще такой вопрос есть. Вот СВДМА, допустим, да, 27 стран, там новый президент Казахстана, Токаев, он выступая, он предложил, что это была инициатива Казахстана в свое время, мы создавали эту организацию. Давайте, говорит, пошагово превратим это в региональную организацию. Как вы к этому относитесь? Может быть, она должна оставаться как совещание, и он приводит, как вы уже сказали, аналог совещания, потом ОБСЕ, организация была. Вот Токаев, он предлагает пошагово создать региональную организацию уже в рамках СВДА. Как вы к этому относитесь?
И в региональную организацию, да. Годы, да, в организационном оформлении, да? А зачем такая идея предлагается вообще тогда? Вот я немножко так послушал. В чем смысл? Нет, ну почему? Выше, да? Выше. Вот если сравнивать ШОС и СВДМА, все-таки ШОС, она уже структурирована, да, это все-таки организация, у нее есть какие-то органы управления, секретариат есть, да, есть штаб-квартира. А СВДМА, она все-таки будет проводиться теперь в другом месте, да. Таджикистан будет 19-20 год председатель, раз в 4 года проводится. А вот ШОС следующий год Россия взяла председательство от Кыргызстана, и в Челябинске Россия хочет совместить ШОС и БРИКС. Что это даст вообще, вот такая вот? Эдуард Ховатович, я думаю, даже некорректно как-то сравнивать СВМДА И ШОС, и да? ШОС. Да, это организации разной величины, разная направленность и, думаю, разное внутреннее Наполнение, да? наполнение. Да. СВМДА, ну, действительно, она же за многие эти годы, которые вы говорите, 27 лет, и сейчас, ну, достаточно аморфная структура, с достаточно такими вялотекущими процессами. И насколько актуально выглядит ее вот сегодня поднятие на уровень. Уровень, да, тоже, да, не соответствует, да? Да, не соответствует. Поэтому то, что происходит в Душанбе, я думаю, это просто вторая часть саммита ШОС в Бишкеке и продолжение обсуждения процессов, проходящих в Евразии, и тех позиций, на которых вот, прежде всего хотят собрать страны-члены ШОС. Да. Ну, тем более, в конце июня состоится в Осаке, в Японии, группа 20 встреча. Группа да? 20, да, это вот очень... Нет, ну кроме этого, еще на саммите ШОС в Бишкеке прозвучало о необходимости проведения трехсторонней встречи. Это от Индии. Индия, Китай, Россия. И Россия, да. Это в Осаке, да, будут они? Да, да, и вот они в Осаке, насколько я понял, уже принято, и в Осаке на полях этой встречи двадцатки, все-таки это будет встреча, и которая, в принципе, определит наши эти процессы в рамках ШОС, те страны-гиганты, которые, ну, при всей нашей равности, при всех, членах, они мы не голосовали, да, да, но за 18 лет истории ШОС мы видим, кто определял повестку дня. Спасибо. То есть, получается, Санкт-Петербург, экономический форум, Бишкек, Душанбе и Осака, это как бы в какой-то мере это один процесс, да, идет, как бы вот довольно в один месяц практически, да, происходит? Ну, это из той серии, что когда вот эти большие вопросы, они при всех разногласиях обсуждались в ООН и в разных других организациях. Сейчас они уже ушли в регионализацию и ушли в регионализацию, где вырабатывается единая позиция. Или, по крайней мере, делаются попытки к этому. Создать, да? Да, это все результат противостояния всех этих стран-гигантов в этом мире. Тем более с Западом, да? Да, тем более Запад. Вот у меня завершающий вопрос. Можете подвести итоги ШОС для Центральной Азии и вообще Евразии полностью? Итоги ШОС, они важны в чем? Да, конечно, многие задаются вопросом, а в чем его конкретность, ну, где инвестиции, где совместные проекты. Этап развития ШОС на сегодняшний день, он еще не перешел к конкретную структуризацию вот этих экономических составляющих. Вот свидетельством, что и фонд развития. Да. И в итоге получилось, это мое мнение, что политические вопросы, все-таки они, и вопросы безопасности, они стали давлеть и над экономической составляющей. Поэтому Китай пошел по своему пути, вот, один пояс, один путь, их совмещения. Но это важно. Важна, прежде всего, для нас, Кыргызстана, и для других маленьких государств, наша причастность к этим мировым процессам. И все-таки вопрос, как нам реагировать на глобальные вызовы и угрозы.
Видите, очень хорошо прозвучало и про цифровизацию. И так далее. Все Да, уже да. понимают, что интернет и вот эта цифровизация, невозможно, да. глобальность, это уже новая реальность. И, соответственно, вот эти итоги, это не то что пристрелка, а уже присмотреться друг к другу и кто с каких позиций. Но пока антизападной риторики не было, вы как видели, мы все свидетели, да. Но все идет к тому, что Евразия будет становиться на какую-то единую платформу, если вот совпадут интересы и учтут интересы малых государств. Спасибо. На такой вот оптимистичной ноте мы нашу программу завершаем. Мы сегодня говорили об итогах Бишкекского саммита ШОС. В гостях программы был известный эксперт по внешней политике Аскар Джолшибекович Бишимов. До свидания.